старейший на сегодня археолог России, ученый человек, у которого множество монографий, исследователь, есть научные звания, профессор, да, доктор наук, доктор археологических наук, исторических наук, виноват. Да. Вот. И в этом году, в феврале, в январе Василию Прокофьевичу Любину исполнилось 100 лет. И вот он, несмотря на свой нашел время, нашел, так сказать, возможность, я бы сказал, проявил, мы должны быть величайше благодарны за это, такое уважение, и пришел на встречу с нами. Спасибо вам. Спасибо. 100 лет я прожил благодаря Елене Владимировне, моей супруге. Мне повезло с супругой. Она очень внимательна, просто фантастически внимательна ко мне. И поэтому я хорошо устроился за ее спиной, живу припеваючи, и, как видите, прожил много лет. Живу я, конечно, лишнее. 100 лет это уже чересчур. 100 лет. Но, тем не менее, меня это устраивает. Мне интересно столько жить. Я готов еще прожить немало, но вот существуют определенные лимиты. Вот. Но пока что я вот живу и вот не тужу, как говорится. Стал я археологом благодаря Евгении Георгиевне Пчелиной. Это очень крупный алановед. У нее много работ по этому поводу. Она пешком прошла всю Аланию, и Юго-Осетию, и Северную Осетию, все перевалы, все памятники, много раскопок произвела. В общем, удивительный человек. Евгения Георгиевна Пчелина. У нее великолепное образование. Она закончила Московский университет. Еще какой-то институт специальный. Вот. Но мне посчастливилось. Я с ней познакомился. И она меня, значит, в археологию. Я поехал с ней в экспедицию. Ну вот, я с ней познакомился. Она делала доклад в Скинвале. Там было заседание. Об этом было объявлено. И на ее доклад пришло много представителей интеллигенции, педагоги и прочее, прочее. И там я с ней познакомился. И поехал с ней в горы, в экспедицию. С этого, собственно говоря, началось. Потом я уже ездил в горы десятки раз, провел много экспедиций. Организовал там раскопки пещеры Кударо. Вот. В этой пещере оказалась стоянка, место обитания древних людей. И когда мы начали копать, нашли много каменных орудий. И костей животных.
на которых охотились древние обитатели этой пещеры. Это сотни тысяч лет тому назад. Это, пожалуй, самая интересная пещерная стоянка на Кавказе. В энциклопедии, кстати, есть статья, которая называется «Кударо». И там указано, что Кударо – это пещерная стоянка, что там богатые находки, находки действительно великолепные. Там тысячи каменных орудий, несколько культурных слоев. В нижних слоях она многослойная, в нижних слоях более древние находки, как каменных орудий, так и костей животных, на которых охотились древние люди. Там такая ситуация, что кости минерализованы, они пропитаны слоями, и кости сохранились, они не растворились. Поэтому там мы вели раскопки не один год, ну и все эти материалы в Эрмитаже отправлены в Эрмитаж, и костные материалы в зоологический институт, тоже в Ленинграде. Так что Осетия, как видите, дает для науки богатейший материал археологический и палеонтологический. Ну вот. Эти материалы я обработал, каменные орудия. И вот они изданы с значительным тиражом. Эти каменные орудия описаны тщательно и хранятся, поскольку они очень ценные и уникальные, они хранятся в Эрмитаже. Тут разрезы толще отложений, она многослойная, самые древние слои внизу, выше идут более поздние находки, другая эпоха каменного века, а наверху уже современные, голоценовые, там, несколько тысяч лет. Это уже поздний материал. А материал палеолитический, палеолит, древний каменный век, палеолитический материал в ранних слоях. Вот вход в пещеру Кударо и раскопки, которые там производятся. Первый раз вот вы были в Скидвале, какое впечатление на вас произвели горы, люди, обычаи? Когда ты попал? Дай мне вспомнить. Ты думаешь, я помню все? Ну, когда ты помнишь, ты когда из этой колонии уволился там, в Кутаиси, ты переехал с Хинвали. Какой это был год? 47-й? Так вы добавляйте сами, Елена Владимировна. Вы можете, пока сейчас он отдыхает, вы вспомнит. могли бы тоже пару слов сказать. Ну хорошо, давайте я пока ты вспомнишь как-то впечатление, а я просто, потому что я уже иногда лучше знаю, Зубракович мне столько всего рассказывал, что я уже наизусть знаю все его приключения. Подвиги. Я тогда скажу пока как бы предысторию, а ты про Цхинвали просто подумаешь, сейчас ты можешь о чем рассказать. Вот. Он вообще сам с Украины родом, с города Николаева, родителям украинцев. Но в 1936-м, да, ты поступил в университет в городе Одессе, на исторический факультет. Из простой такой семьи, в общем-то, родители вообще крестьяне были, но он очень заинтересовался, хотел учиться, историей заинтересовался, поступил. Но в 1941 году сдали они госэкзамен, вернее, готовились к госэкзамену, да, вот было это дело там. И вот в библиотеке Сидича услышали, что началось. Погрузили через несколько дней всех в эшелоны и повезли студентов
училище военное, и он закончил училище зенитной артиллерии в городе Горьком. Потом на фронт. Вот. Прошел весь фронт в зенитной части, там был помощником начальника штаба, огневой, да? Огневой подготовки. Что? Начальник штаба, помощник начальника по огневой, да? Службе? Да, первый помощник. Да, первый помощник, ПМШ раз. Вот. И вот прошел вплоть до Прибалтики всю войну, вот. Имел награды, ранений, слава богу, не было. Вот один остался, да, один остался из офицеров, да, вот, в строю, в полку. А потом только они там отметили 9 мая салютом, как тут же всех опять погрузили и повезли куда-то. Никто не знал куда. Проехали в Москву, потом на восток, Урал. Они поняли, что на новую войну едут. Вот. И приехали на войну с Японией. Но там, правда, уже все дело кончалось, так что они прошли Гоби, уже там пошли в внутреннюю Монголию, но там фактически уже все заканчивалось. Вот там закончил войну. И там на Дальнем Востоке демобилизовался, потому что не хотел, предлагали остаться в армии, но не хотел. И оттуда вернулся на Украину. На Украину это послевоенный голод, работы не было, нужно было там в шахты идти. Ну, в общем, там еще была проблема, что младший брат был угнан в Германию, и отца предупредили, что его могут забрать. Потому что он вернулся, репатриирован был французами, был в французской зоне оккупации, поэтому тут были проблемы большие. Ну, в общем, он взял брата младшего и решил куда-то уехать оттуда. И сказали, что здесь он может все плохо кончится. А тогда был указ, что всем демобилизованным фронтовикам было предоставлено право устраиваться на работу. Их должны были устраивать на работу, где они захотят, вот куда они приедут. И вот они решили двинуться с братом на Кавказ. Там помыкались сначала туда-сюда, потому что не знали местных языков. Вот. Ну и в результате там ряда перипетий, в общем, он попал, его пригласил на работу такой Семен Афанасьевич Колобалин, ученик Макаренко, который в городе Цхинвале был послан организовывать там колонию. И он стал директором школы вот этой цхинвальской колонии. Был туда приглашен. Вот так попал в город Цхинвале и там на какое-то время обосновался. Ну вот, а теперь, наверное, расскажи вот о своей жизни в Цхинвале, да, вот то, что ты вспомнишь. Вот я уж тут не могу за тебя, я кратко изложила предшествующие события. Город мне понравился, он тихий, спокойный, хорошо спланирован. Там центральная площадь, театр. Ну вот там я устроился, я работал в женской школе. Это после колонии уже. Угу. Работал там в женской школе какое-то время. А потом Евгения Георгиевна Пчелина написала обо мне Борису Борисовичу Петровскому, директору Эрмитажа. Вот. Он ей ответил. Она рекомендовала меня в аспирантуру. Он ей ответил: кота в мешке не покупают. Пусть приедет, я на него посмотрю. Вот. Мы поговорим, и я решу с аспирантурой. Ну, в общем, ББ, как его называли, Борис Борисович, взял меня в аспирантуру. И потом я уже, когда ее закончил, защитил, стал сотрудником Института истории материальной культуры. Там, в Питере. И поскольку я был знаком с Пчелиной, я ездил с ней в экспедиции по Лиахве. Потом, я помню, наша экспедиция, мы где-то поднялись в селение Сохта. Есть там такое селение осетинское. Вот там работали, там она копала какой-то древний могильник. Я некоторое время с ней был. И там есть на берегу Ляхвы
какая-то вершинка, вся усыпанная железоплавильными шлаками. Это дело уникальное, и никто этим еще не занимался. Но это очень любопытно, что в средние века там уже была выплавка железа в Юго-Осетии, причем очень обильная. Там были и шлаки, и были, как эти называются, воздуходувные трубки. Я не помню, они имеют свое название. Ну вот. А потом я с ней еще ездил с ней, а потом был такой академик Куфтин, грузинский. Вот с этим академиком мы ездили, искали древние памятники, кое-где раскопки делали. Ну, в общем, я пристрастился к археологии. Мне эта работа нравилась. Я же окончал в свое время исторический факультет. Все это было связано с большими древностями, с началом человеческой истории. Это было очень любопытно собирать материалы соответствующие, расшифровывать, издавать их. Вначале я эти материалы нашел в предгорьях Юго-Осетии, предгорье, где только первое возвышение начинается, перед Горийской равниной. А потом открыл пещеру Кударо и производил там раскопки в течение целого ряда лет. Причем мы копали очень медленно, очень медленно. У нас в руках были не кирки и лопаты, а были ножи и кисточками. Вот таким образом мы вскрывали древние отложения. Вот. Их фиксировали, заносили на планы, получали разрезы толще отложений. Это очень важно, когда производятся раскопки. Вот, копается такой раскоп глубокий, вот, и получается разрез толще отложений. Вот здесь выбрано все, а здесь разрез, который тщательно зачищается. И в этом разрезе видны верхние слои, потом слои более поздние, и, наконец, в самом низу вот, отложения древние, ашельские, так называемые. Вот. Вот там мы копали в течение целого ряда лет. Можно вопрос еще? Да. Вот это Кударо, оно где вообще? Возле Квайса или где? Да. Прямо на Прямо это Виланта. Виланта. Вот это в скале, который... Виланта, да, хребет Виланта. Там большая гора Часовалихох. Да, ну называют это хребет Виланта, да. Да. Там просто возле этого тоже вот, возле озера. А из материала вот камень из чего? Сланец был, что это? Сланец, Галька, песчаник мелкозернистый, немножко кремень местный и немножко приносной америтинский. Вот. Ну вот я просто немножко добавлю, потому что если Прокофьевич упоминает такие Еще слова. вопрос. Да. Чем закусывали? Не в шутку говорю. Что там за... Ну что, звери какие-то, они там охотники? Да, охотники. да, А какие да, были? да. Там, ну, например, олени там есть, мелкие всякие там звери. Косточки, Да, там много костей. Там есть кости пещерного медведя. Вот. Есть и хищников, а есть и много травоядных животных, на которых они охотились, там косуль, например, олень, на которых могли охотиться. Я немножко добавлю, потому что ты упоминал слова такие, как ашель, там, да, вот, чтобы просто понятно, о чем идет речь. Мы вообще чем занимаемся? Вот я тоже с Прокофьевичем вместе работаю, и он этим занимается. Есть такое понятие палеолит, может, ты, наверное, слышал, да? То есть это древнекаменный век. Палеолит — это что такое? Это самое
длинная по протяженности эпоха развития человека, как такового, вот его появления, становления человека. Но по современным данным это начинается где-то порядка 2,5 миллионов лет назад, вот, и заканчивается палеолит порядка 10 тысяч лет назад. Все вот это палеолит. То есть вот то, что мы живем, это вот крошечное, так сказать, ну, современное общество, а все до этого вот этот каменный век огромный. И мы занимаемся, собственно говоря, самым ранним каменным веком за пределами Африки. А за пределами Африки самый ранний каменный век, это начиная примерно после 2 миллионов, когда люди начали расселяться уже в Евразии. И они первым делом, вот как на сегодня это устанавливается, как раз пошли в сторону Кавказа, потому что они двигались по тем территориям, где были благоприятные условия. В Африке какие благоприятные условия у них были? Там полуоткрытые пространства, то есть вот далеко было видно, ну, в джунглях не жили, потому что в джунглях там любая какая-нибудь змея или там кто-нибудь с дерева нападет. То есть им нужны были такие пространства, где был обзор, было видно, где животные охотятся, чтобы была вода, чтобы были камни, из которых можно делать орудия, не из каждого Сырье. типа камней, да, можно делать орудия. То есть прочные, и в ту же немножко хорошо кололись. Там. Из гранита вы не сделаете, он в крошку превращается. Вот надо, чтобы можно было обкалывать, и получались такие вот, ну вот, здесь изображения, да, вот такие вот, называем рубила, вот такие вот, как кинжалы такие каменные. Вот. Поэтому вот в Африке они использовали в основном тоже изначально вулканические породы, и, соответственно, когда они стали расселяться, они искали такие же породы. И вот они двинулись вдоль, как мы теперь понимаем, через Ближний Восток, вдоль вот этого там долины Мертвого моря, там тоже были вулканы, и пришли на Кавказ, и тут было им как раз вот раздолье. Вот мы сейчас в Армении работаем, там, значит, то же самое находим. А потом распространялись дальше на север. И надо иметь в виду, что тогда, в те времена, Кавказ был значительно ниже, потому что горы продолжают подниматься, это тектоника, то есть, ну, вследствие движения вот, там, материков, всяких плит. Вот, аравийская плита, так называемая, она движется все время на север за счет чего-то сминания горы поднятия. Кавказа идет, Кавказ, Армянское Нагорье, Анатолийское, Иранское Нагорье, они все поднимаются. Тогда считается, что Кавказ был примерно километра на 1,5 как минимум, да? Кажется, такой, ниже. Вот. А если и сейчас, как мы знаем, вот Василий Прокофьевич мне уже неоднократно вспоминал, рассказывал, что когда южных осетин там прижимали в разные времена, то есть вот грузины там со своими этими самыми там меньшики, все эти там, еще там кто-то, вот, они все собирались быстро и уходили на север через перевалы, буквально там за день они переваливали со скарбом, с людьми. А в те времена, представьте, что все было значительно ниже. Поэтому люди могли распространяться, то есть, ну, продвигаться. Они, естественно, не шли так, что вот давай-ка мы пойдем там на Северную Осетию, да? Они просто двигались, здесь селились, тут селились, где вот животные были, там вода была, камень подходящий. Вот они так вот расселялись и двигались. И вот примерно, ну вот мы сейчас видим, что на Южном Кавказе там люди появились примерно там 1,8 миллиона, на Северном тоже сейчас есть свидетельства подобные. Вот Кударо, оно немножко попозже, то есть тут максимум, наверное, около 500 000 вот это заселение. Но на территории Осетии, поскольку там как раз это один из участков, где люди могли как раз продвигаться вот на север, с Южного Кавказа на Северный. Они могли двигаться вдоль побережья, ну, потому что через самые высокие горы они, или вот через какие-то участки, где перевалы были, вот, Центральный Кавказ, как раз вот территория Осетии. И там есть много памятников каменного века, вот, как Кударо, вот этого времени, это называемая Ашельская эпоха, где вот рубилы делали, ну это такое французское слово называется, Ашельская эпоха, когда вот с рубилами, то есть порядка так 500 000. Есть более поздний, средний палеолит, это когда же там неандертальцы жили, вот, есть еще немножко более поздний там, и мы полагаем, что там еще много может быть чего интересного, не говоря там, что уж есть археология более поздняя, вот то, что он упоминал, там, Железного века там, и так далее, да. Вот и каменный век тоже на этой территории очень интересный. И вот, например, в том же Хударском ущелье, вот, о котором мы говорили, там Учелет, рядом проходит Мертвая долина, такая ущелье, параллельно Джаржовскому ущелью Хударскому, собственно говоря. И там, вот, Прокофьевич там сделал находки двух или трех, там, да, 3, по-моему, предмета, великолепные, огромные из песчаника такие вот орудия. Там тоже вот следы. Это не похоже на немножко, то есть это, видимо, что-то более древнее, нежели Кударо. То есть на территории Осетии, по-видимому, перспективно, вот так, это, конечно, все планы будущего, Южной Осетии, вот этого района, искать еще много памятников, может быть, каменного века, потому что, вот я говорю, что это, как с точки зрения палеогеографии, это территория, через которую, вот, через побережье, видимо, распространялись, и вот как раз эта центральная часть, где вот Пчелин он упоминал, у нее была карта, на которой, сколько там перевалов, что-то больше 10, да?
Она 25 перевалов. 25 перевалов она там обозначила, она сама их лично все там, так сказать, изучала, проходила. То есть такое количество участков, где можно было переваливать через горы. А если учесть, что горы тогда были ниже, в те древности, да, то есть понятно, что этот центральный участок, люди из него вот туда-сюда могли передвигаться достаточно, как бы сказать, легко. И, соответственно, там и их археологические памятники. Слушайте, а вот датировка таких вот образцов, да, там резцов этих различных, то есть это углеродный анализ или как устанавливается? Нет, радиоуглеродный анализ, все эти вот, вообще, в принципе, есть понятие, это абсолютная хронология, это все физические методы. Это все основано в основном, там есть другие методы, но в общем по распаду вот изотопов, да, там, тех или иных. Вот углеродный метод, он самый для нас, самый, как бы, ну, вот, самый маленький интервал дает. Максимум действия углеродного метода, ну, не больше 45 тысяч, дальше не работает. А более древние делаются датировки другими методами, их очень много на самом деле. Есть калий-аргоновый, аргон-аргоновый, уран-свинцовый там, и так далее. Плюс есть еще палеомагниты, так называемые, то есть это изучение изменения магнитного поля Земли. Они тоже прослеживаются, там свои характеристики, это все меряется, и они известны, когда было, что эти изменения были, там, вот, изменения полюсов там, и так далее. Вот. То есть вот есть способы разные. Вот по датировке, вот памятник Кударо и Мыштулак-Талагат в Северной Осетии, ну, знаете такую пещеру, вот они примерно одного времени или различаются, соотносятся ли они как-то между собой? Значит, про Мыштулак ты спрашивают, про Назима. Да, ну мы там бывали тоже, да, там большая тоже пещерная система, Назим Гиджати копает. Он давно, мы там бывали, лет 10, наверное, назад, да, мы там у него были, у Назима. Он очень мало публикует, к сожалению, мы не очень хорошо представляем ситуацию, но вот когда мы там были, значит, у него основная толща – это так называемые среднепалеолитические слои. И только в самом низу, как будто бы он тогда вот начал приоткрывать слой, который предположительно вот ашельского времени. А средний палеолит, ну это некоторые там точно сказать нельзя, но в общем это время, когда вот эти рубилы исчезают, а появляется немножко вроде другого типа, начинает возникать. Это время, ну грубо говоря, время неандертальцев, скажем так. Это немножко более раннее, это уже немножко позднее время. То есть там в основном, вот, я не знаю ситуации, может он там до чего-то докопался, но насколько вот мы тогда все это видели, там средний палеолит, то есть это вообще средний палеолит, это не ранее там примерно 200-300 тысяч лет максимум, это на Ближнем Востоке там. У нас на Кавказе самый ранний, кстати говоря, средний палеолит, есть в ряде грузинских пещер, и есть вот здесь вот в Кударо, в верхних слоях. Здесь вот в этих пещерах самые верхние слои, как там, кстати, уже был к тому времени высоко, сейчас там 1650, да? 1650, по-моему, да, там куда? Высота? Да. Вот. Когда жили вот эти люди самые ранние, то есть когда жили эти ректусы, там было ниже значительно. Там недаром там пальмы росли, там обезьянки бегали всякие, то есть там была ситуация. Тепло было. Скелет обезьяны тоже? Да. А более позднее время, то есть порядка там 100 тысяч с лишним небольшим, там стало значительно уже холоднее. И там люди уже не жили постоянно, а приходили. Там был так называемый охотничий лагерь. Там отдельные только изделия, очень хорошие, то есть они приносили с собой. Вот, не делали там, здесь много остатков камня, они там били, что-то делали. Вот, а в позднее время там здесь вот уже приходили, тут приносили такие наконечники очень красивые. Ну, это вот средний палеолит. Так вот, средний палеолит, который в Кударо, он, и то, насколько мы сейчас знаем, он немножко древнее, чем Мыштулак-то. Я сейчас не знаю, какие он там дает датировки, он мало, к сожалению, публикует. Мы во всем можем судить по публикациям. Но там только насколько я знаю, вот тогда, когда были там, мы видели только среднепалеолитические слои. Касаемо вида хомо, в Кударо это был представлен Homo erectus или позднейшие какие-то? Вот, я это, не очень могу по времени. Ну да, там всего-то там как бы зуб, да, но примерно это вот такой человек, это поздний Homo erectus, судя и по времени, и там вот это время позднего Homo erectus. Ну то есть человек прямоходящий, а за ним уже идет следующая ступень, это появление неандертальцев. Ну, это все, вообще, это вот, это немножко не наша работа, это уже антропология, да. Ясно, и если вообще кому-то это интересно, я сама пользуюсь лично, есть прекрасный сайт такой, называется Anthropogenes.ru, вот он настоящий, то есть это не какая-то там тупая лажа, это пишут люди, как один наш, ну не коллега, но он, так сказать,
сотрудничал, сам по математике, Саша Соколов, и там настоящий антрополог. В общем, там информация, которой можно верить. Там все это расписано, какие виды, формы, где найдены, там людей. На Ютубе много роликов его, да, известный вот, человек. Да. И вот, потому что это довольно сложно, там, потому что, например, там, скажем, те же неандертальцы, они считаются только там европейским видом, потом сейчас же нашли вот еще одну форму, там, денисовского, так называемого человека, еще, то есть это еще на разных территориях, это шел процесс, мы же находим только, да, вот идет процесс развития непрерывный, а мы находим тут что-то, вот тут что-то, вот тут что-то, тут что-то. Общем, картина пока складывается. Какую-то модель, да, вот только, так сказать, приближаемся. Ой, То есть вот это, да, но это вот, это еще не как бы люди более раннего типа, нежели неандертальцы, это какие-то вот поздние, ближе к Homo erectus, классическому такому были, судя по тому, что там остатки были. Такой вопрос назрел. А что происходило, если вы находили более поздние какие-то артефакты, там, чуть ли не средних веков? То есть в таком случае... Ну вот находил. Что? Да. Что вы делаете с находками более поздними, если вы находите? А поздними в музей сдаем. Или коллегам? Да. Здесь, на территории Юго-Осетии, в том районе, где с Гудрисгвердом, Схинвали. Там я нашел, это первая моя находка была. Я еще и в аспирантуре не был. А поскольку я окончал исторический факультет, меня интересовали древности, и я просто инстинктивно чувствовал, что вот здесь, в Схинвали, в окрестностях, есть материалы материалы древнейшей истории Кавказа. Нужно только поискать их. Вот. И я там нашел, моя первая находка, нашел медный топорик. Это самая ранняя моя находка. Нашел медный топорик, очень любопытный, очень оригинальный, потому что медный топорик имел странную проушину. Вот. Видно было, что это копия каменного топора. А каменный топор, проушина делалась сверлением с одной и с другой стороны, такая конусовидная. И там сходились эти сверлины. Вот это была моя первая находка. Это образец в Эрмитаже, да, насколько я понимаю? Нет? Что? Где он находится, этот топорик? Где я нашел? Нет, где находится. А где этот топорик? Вот, наверное, я-то сдал его в музей. Может, в Схинвали. Да. Какой музей? Схинвальский. Но не знаю, может быть, его в Тбилиси забрали. Да. Может быть. А какая датировка примерно? Какой период? Медный век. Медный век. Бронза. Нет, Бедная еще. фолколиты. Медный век, потом шел бронзовый век, потом уже появилось железо, начали изготовлять орудия из железа. Да. Я хотел спросить, вот недавно тоже в сети появились ролики с Владимиром Кузнецовым, тоже известный археолог Владимир Кузнецов. Как-то вы знакомы, может, даже вместе где-то поработали? Владимир Содействовали? Александрович Кузнецов. Так что, Ну, просто про него вопрос. Ты его знал? Знаешь, да, знаю его. Ну, где-то, может, вместе работали, содействовали как-то? Ты с ним где-то работал? Ты же где-то с ним работал, в какой-то экспедиции. Кузнецов, нет, в экспедиции мы не А где работали. ты с ним, помнишь, ты встретился, когда он еще учителем был, ты же говорил. Да, он был учителем, мы познакомились. Он работает там, в Владикавказе. Энтузиаст большой, тоже такой, как я, фанатик этого дела. Он и сейчас еще работает.
Кузнецов Владимир Александрович. Василий Прокофьевич, ну а что скажете, собственно, об Осетии, об осетинах? Понятное дело, плохого не скажем. Правда. Про Осетию, про осетин. Что скажешь? Хотя есть что сказать в этой части. Не знаю. Ну давай задавай Я сейчас. могу сказать свои впечатления, потому что начинал я, когда жил в Цхинвале, ходил по горам, ходил, искал материалы, искал каменные орудия. Вот, хотел разобраться, где эти находки более вероятны. В предгорьях и дальше. И таким образом я нашел вначале в предгорьях в районе Лаше-Балта, в долине Мытехской проди, а потом уже туда забрался подальше в горы и открыл пещеру Кударо. Ну вот, но для того, чтобы преуспеть и что-то найти, я целый день ходил. Потом, когда наступал вечер, я ложился на теплую землю и отдыхал. Уже ноги отказывали. Потом шел до ближайшего селения осетинского. Куда бы я ни приходил, меня встречали как родного брата. Кормили, поили, какие-то перины укладывали спать. В общем, осетины относились к нам идеально. И мы к ним очень сердечно. По-моему, из всех кавказских народов, вот, наиболее такие теплые, сердечные, проникновенные отношения были у нас с осетинами. Вот. И было легко работать, потому что осетины оседлали Кавказский хребет и с севера, и с юга. И самые удобные пути, перевалы, все это было. Отсюда можно было идти на север, там на Зарамахское ущелье. Вот. Я переходил эти перевалы, в частности, Мамисоновский перевал переходил. Он довольно доступный, откровенно говоря, из долины Джеджори туда по Риону вверх, в Верховье. Я не помню, какая там речонка выходила к Мамисоновскому перевалу. Я переходил. Мамисон-Дон, это уже здесь, на севере. Ну да. Мамисон-Дон Да. идет в Зарамакскую котловину. Угу. Зарамакская котловина. А в Тударском ущелье, вот сколько же он начал, в каком 55-м, да, он начал? Где-то в 55-м, по-моему. И последний раз мы там были уже в 2008-м. И вот там масса людей, которые там детьми были, или которые еще не родились, там какие-то дети, внуки, вот там со всеми там общались, и, естественно, там посещали со всеми там застолья, невозможно было убежать, когда вот приглашали. Мы обычно в выходные дни, вот наша экспедиция, мы уходили вот на это второе озеро туда, вот сейчас называется, Верхнее озеро туда, потому что если воскресенье, это значит все, это приходит сразу вот туда, сюда, тут здесь свадьба, вот это, а потом все. Хитаком называют его местные. Вся долина в дымах, там это местность это замечательная. Кстати,
над Кударо, над самим горой, который находится, мы после землетрясения в 2003 году мы такой случай был, говорят, там скот проваливался. Мы нашли, то есть там такое, видимо, после землетрясения, но как бы просела вот так по кругу она, и в самом центре мы обнаружили, то есть там кустики такие, в самом центре такая дыра, то есть мы посмотрели, такое ощущение, что такие ровные стены вниз уходят, очень глубоко, мы даже когда кидали камень, то есть даже не слышно было. Это карстовые воронки, там все в карстовых воронках. Известняки, они мягкие, и когда, вот когда был, да, вот когда, значит, когда поднимается какая-то территория, например, Кавказ поднимается, одновременно вода такая, вода стремится вниз, значит, река начинает как бы резать. И плюс еще воды, поскольку известняки пористые, мягкие, воды всякие проникают туда вовнутрь, откуда эти пещеры образуются. То есть они размывают вот эти все участки, подземные реки, там всякие вот эти образуются. И есть еще карстовые воронки, то есть когда внутри там подземная вода, река что-то промывает, от этого идет промыв и вверх тоже, и такая вот проседает этот вот этот участок, образуется такая вот конусовидная такая воронка. И, кстати, учредить их там довольно много, и там нужно осторожно, потому что они все заросли, но на самом деле это карстовые воронки. И там целые поэтому ярусы пещер. Как по мере того, как река обрезалась, она открывает новые эти полости, там все эти вот. Потому что он как сыр, известняк, весь как сыр, вот истыкан этими ветками, полостями, там, проходами всякими. Это не чакры упомянут эти в Гулдаше, вот эти воронки. Нет, это карст. Вот наш гость, абхазский представитель Великого Абхазского народа. В Абхазии мы тоже работали и работаем. Это самое. Да. Большое вам спасибо, что вы столько лет работали в археологии, ученым. Это не так уж очень легко. И бодро сидите столько лет, это очень хорошо. У вас, по-моему, что-то абхазское долголетие. Дай Бог вам абхазское долголетие. 145 лет больше вам не дали. Да, подойдет это. Сейчас у меня другое. Я немножко знаю, что такое вообще археология. Почему? Потому что 18 лет я работал в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Иосифовича Гурия в Абхазии. Вот, подготовил 4 книги за это время. Но одна из них, значит, называлась так: «Искусство древней Абхазии от палеолита до ранней античности по археологическим данным». Я участвовал в экспедициях археологических, подготовил эту книгу. И она была готова, и Владислав Григорьевич, наш великий ученый и великий руководитель, мне говорил: я скоро получу, говорит, бумагу, все твои 4 книги издам. И вдруг варвары из Грузии пришли, сожгли наш институт, и все мои труды там погибли. Так что я знаю, что такое вот труд, я знаю, что, как вы, какую трудную жизнь прошли. Вытерпели это все. Это герой только может такие вещи делать, вы герой. Осетинского народа. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы опытный человек. Когда человечество было гуманным, когда в пещере жил или после того, как без пещеры начал жить? Что? Когда человечество было гуманным, когда оно было в пещерах или после. Вот это вопрос. Этот вопрос и останется вопросом, потому что раскопки не дают на него ответа. Насчет гуманности. Вот. Так что можно только строить предположения, гипотезы. А потом гуманность, это тоже вопрос, что такое гуманность? Это надо определить, что это такое. Потому что если говорить, допустим, о каком-то полном отсутствии агрессии, да, что человек такой вот добрый, там, все такое, это в те времена, например, да и, собственно, может быть, даже отчасти и сейчас, все хорошо, но в меру, как известно. Да? Если человек не является, не борется там с конкурентами, не является в меру агрессивным, этот человек или эта популяция, этот народ, они не имеют шансов развиваться. Тогда он был более человечный.
быть человеком. Не обезьяной, а человеком. Это сложный вопрос. Ну, современный человек, порядка там сейчас по разные оценки в Африке, вот мы Homo sapiens, около 200 тысяч там с чем-то примерно. Дорогие друзья, ну давайте не утомлять. Мало ли чего, мы сейчас продолжим общение. Василий Прокофьевич, мы вас благодарим за то, что вы уделили нам время, рассказали о своей работе, о своей жизни. Дай Бог вам здоровья. Сколько у нас художников. Таскали.